Весной 2023 года стало известно, что историко-краеведческий музей Улаханской средней школы из Хангаласского Улуса стал лауреатом всероссийского конкурса «Школьный музей. Цифровой формат» в номинации «Лучший сельский школьный музей». В качестве приза музей наградили сертификатом на 300 тысяч рублей, которые будут направлены на его целевое развитие. Школьный краеведческий музей Улаханской школы примечателен тем, что его создавали и наполняли педагоги-энтузиасты и местные жители, в том числе учащиеся. А каждый экспонат в нем – это кусочек пазла, который помогает увидеть картину прошлого жерского наслега. Официально школьный музей в Улаханской школе открыл свои двери 10 января 1975 года. Инициаторами и его основателями являются тогдашний директор школы Николай Соловьев и учителя Николай Вакумов и Гаврил Савин. С 1978 года и по сей день музеем руководит Вячеслав Спиридонов, который до 2015 года преподавал историю в школе. Первое время музей размещался в комнатушке в здании школы. В 2000-е годы администрация наслега выделила под него обособленное здание площадью 107 квадратных метров, которое пришлось разбирать и переносить с другой части села в школьный двор, а затем заново отстраивать. Это здание раньше принадлежало кооператорам, у них был тут колбасный цех. И вот в 2009 году глава наслега Николай Егорович Герасимов передал это здание. Школу это здание тогда стояло не это место, а другое место перенесли, построили силами учителей школы. Перенесли, разобрали и потом заново собрали. И учителя все это учителя школы, да, весь коллектив школы работал. Первые экспонаты музея принесли из дома учащиеся. Также много предметов старины пожертвовали сельчане. На сегодняшний день в музее хранятся 596 экспонатов основного фонда и 100 экспонатов вспомогательного фонда. В основном это оригиналы фотографий, бытовая утварь досоветских времен, много нумизматики, оружия, предметы местных кузнецов, значки, альбомы, доклады учащихся разных лет и так далее. Первые экспонаты приносили ученики школы. Вот здесь перед вами серьга с лировидной подсветкой. Это подарил музей Ваня Ситников. Вот это серебряные. Какого это? Это примерно, точно я не могу сказать, какого века. Наверное, а такие серьги в свое время носили только богатые женщины или это было у всех в принципе? В принципе, все носили, наверное, более-менее зажиточные. Вот эта монета 1748 года, всего на 3 года младше основания Улаханской станции, тоже является самым ценным экспонатом. Этот экспонат музею подарил уже в 2009 году Жирков Гаврил Иннокентьевич. А сколько там, какой номинал, там сколько это, копейка? Эта монета где-то полкопейки. Полкопейки. А это подарила наша ученица Миронова Нина Степановна. Это уже из ряда сибирских монет достоинством 10 копеек. Так, тоже является ценным экспонатом нашего музея. И вот этот первые, наверное, наши подарили, даже кто подарил, не написано, но это фрагмент золотых вратов, так называемые золотые врата староверов. Мы установили, что Иваново является староверами. Вот это их, так сказать, можно сказать. С 1985 года для школьников начали организовывать поисковые экспедиции и туристические походы с целью пополнения коллекции школьного музея. Так, в свое время в одном из таких поисковых походов участвовал Геннадий Сысоев, который сейчас возглавляет военный учебный центр при Северо-Восточном федеральном университете. Мы с классом, это был 6 класс, поехали в это знаменательное для меня путешествие по времени, скажем так, в окрестностях нашего наслега с ночевкой. Это был очень серьезный подход на велосипедах для нас, для маленьких. И
повел нас, конечно, руководитель наш, это Вячеслав Николаевич. Мы осмотрели окрестности нашего села, углубились даже вплоть до тайги, где-то на расстоянии 20 километров, и находили в основном орудия земледелия, которыми пользовались наши предки. Конечно, для нас, для детей, тех маленьких ребят, которые это были какие-то очень великие открытия по сравнению с тем, что как египетские пирамиды открывают. Да. И я до сих пор очень люблю сейчас историю родного края, историю республики и своей страны. Всегда стараюсь посещать музеи обязательно, где бы я ни был. Поэтому вот любовь к истории передается именно от тех маленьких, от тех времен, когда мы были маленькими и открыли для себя большой мир истории. Музей в Улаханской школе создавался не только для сбора и хранения экспонатов, но и для приобщения подрастающего поколения к изучению истории родного края, села. Здесь часто проходят экскурсии, музейные уроки для школьников, проводится их планомерная подготовка к участию в научно-практических конференциях различного уровня. В учебниках всегда обширно излагается материал, там никогда не описывается про историю нашего родного края, например, нашей деревни, наших дедов, бабушек, даже отцов, матерей. Поэтому мы всегда приводим детей сюда, и каждая деталь, каждый экспонат – это ближе нашим детям. Поэтому они очень заинтересованы, отсюда выходят. Иногда из одного экспоната бывает, дети даже исследовательскую работу вникают. Иногда до дипломных работ. В качестве примера, когда школьный доклад перерос в дипломную работу в вузе, можно привести Анастасию Петрову. Все началось во 2 классе, когда родная бабушка Анастасии впервые рассказала ей о ее знаменитом прадеде Андрее Притузове, потомственном ямщике, первом боевом генерале из Якутии, принимавшем участие и в Первой, и во Второй мировых войнах. В школьном музее о выдающемся земляке есть уголок, где юная Анастасия проводила много времени за написанием доклада. На тему дедушки первый реферат был сделан в 5 классе на якутском языке. И потом далее в университете и в старших классах я более подробностью стала изучать Припузовых, то есть широкий род, и по подробности изучать. У меня была дипломная хангаласа как участники Первой мировой войны. Защита прошла на отлично. К слову, Анастасия Петрова в этом году окончила исторический факультет СВФУ и с нового учебного года приступает к работе учителем истории в своей родной Улаханской средней школе. Также во время учебы в школе и под руководством Вячеслава Спиридонова доклад о своих прадедах, братьях Герасимовых, участниках Великой Отечественной войны готовил Арсен Герасимов. Про то, как они были призваны на войну и не вернулись. Я являюсь их прямым потомком. Среди них Герасимов Николай Прокопович является моим прадедом. Раньше я не знал про своих предков. И после того, как начал заниматься этой исследовательской деятельностью, уже стал вникать в это. И более подробно, можно сказать, познакомился со своими родственниками. И на самом деле это было очень интересно. Доклады и презентации учащихся Улаханской школы, которые они защищали на различных научно-практических конференциях, входят в состав вспомогательного фонда музея и хранятся здесь, чтобы на их основе следующие поколения могли готовить новые работы, дополняя и переосмысливая их. Одним из важных направлений деятельности школьного музея является выпуск книг и буклетов. В этом деле Вячеславу Спиридонову оказывает помощь Яна Лукачевская, которая работала в школе учителем русского языка и литературы, а сейчас на заслуженном отдыхе. Их первым печатным трудом стала книга об учителе-фронтовике Геннадии Лукине, который является отцом Яны Лукачевской. Вторым увидел свет сборник исследовательских работ учащихся, начиная с 1985 года. Ему дали название «Лактар». Ну и самой фундаментальной гордостью всего нашего наследия является книга Джернигелега. Здесь работали в основном 4 автора. Книга состоит где-то из 800 страниц. И
здесь именно освещена история всего нашего наследия, тоже на основе вот материалов школьного музея, который Вячеслав Николаевич собирал в течение 40 лет. Здесь каждая страница, вот пусть это будет легенда, пусть это будет биография любого известного или малоизвестного человека, все это основано вот на материале школьного музея. И самая свежая книга – это «Матери, пережившие своих сыновей». Мы ее писали тоже с Вячеславом Николаевичем. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из нашего наследия тоже много молодых людей не вернулись с поля боя. И за каждым из них стоит, в первую очередь, конечно, мать. И вот мы, чтобы... Ведь о солдатах, о защитниках много книг издано. Материал в основном имеется в школьном музее. Вот о матерях сказано мало, и вот мы решили о них вот издать. Вот, пусть будет небольшая, но все-таки память. Помимо этого, в музее планомерно идет работа по оцифровке экспонатов фонда. Бумажный каталог переносится в таблицу Excel. Производится фотофиксация экспонатов, сканирование документов, видеозапись музейных мероприятий, классных часов, поисковых экспедиций и так далее. Чтобы участвовать во всероссийском конкурсе «Школьный музей. Цифровой формат», были сняты 2 видео с обзором наиболее ценных и уникальных экспонатов музея. Оператором выступил выпускник школы Аркадий Михайлов. И узнали, что мы выиграли на Дальнем Востоке, стали победителями, награждены дипломом 2-й степени и выиграли премиальный сертификат на 300 тысяч рублей. Средства сертификата решено было направить на реализацию проекта «Музей под открытым небом Юссерге» – 3 священные коновязи. Место под данный музей уже определено, оно располагается при въезде в село Улахан. Здесь будут собраны исторические памятники жерского наследия. В ходе реализации мы уже перенесли 2 объекта, в том числе амбара конной мельницы, который стоит за мной. Вот это строение середины или во второй половине 19 века. Вторым объектом стал дом, это дом сына Авраама Вайкулина Антоновна, которая до революции в своем доме открыла частную школу. И этот объект у нас уже проходит реставрацию, и в год педагога мы планируем открыть. И на средства сертификата, полученного выигрышем в российском конкурсе, мы планируем здесь построить крытый павильон для демонстрации орудий земледелия, где будут размещены бароны, плуги и тракторный плуг трехполосный, который будут рассказывать о развитии земледелия в жерском наследии. Перечисленные орудия труда сейчас хранятся на территории школьного двора возле здания музея. После строительства крытого павильона этой осенью их перевезут в музей под открытым небом.